власти Крыма особо не желают слышать людей, за исключением тех из крымских татар, которые они определили для себя в качестве некой формальной такой, да, стороны общения. Там представители, например, духовного управления, там представители ряда общественных организаций, которые возникли уже после 2014 года, некоторые лица, которых они определили как представителей во власть, там многие из них, как вы помните, поменялись за это время. А те, с кем они считают неугодными, нелояльными, неинтересными и так далее, с ними абсолютно никакого диалога не происходит. Иногда ради, там, я не знаю, демонстрации какой-то все-таки внимания посылают на переговоры там, чиновников пониже. Да? Вы помните, что не первый раз представители, например, родных или просто людей, которые поддерживают политзаключенных, приходили к Совету Министров, и к ним в первый раз выходили там тоже чиновники, это глава там Государственного комитета по межнациональным отношениям господин Кангиев, и там диалога тоже как такового не сложилось, потому что люди хотели, люди понимают систему власти, они понимают, кто принимает хотя бы здесь на уровне Крыма какие-то маломальские решения, говорят, мы хотим разговаривать с ним, то есть непосредственно там с Аксеновым, поэтому нам неинтересно общение вот с этим человеком. Поэтому я не назвал бы это диалогом, я не особо вижу вообще эффективность подобных попыток наладить диалог с той точки зрения, что поведение власти, оно здесь не спонтанно, оно имеет систематический характер. Несмотря на заявления вот и Аксенова и ему подобных товарищей о том, что вот они за межнациональное согласие, они за мир во всем мире, они там всех любят, уважают и так далее, это представители, вы это прекрасно помните, это представители определенного менталитета, определенной политической позиции, определенных политических взглядов и так далее, которые, которые сегодня во всем мире принято называть, вот и известны под, там, как родители за русский мир. Да? И вот эти люди, они имеют определенный набор, там, скажем, ценностей и так далее. Им свойственны шовинистические взгляды, им свойственны ксенофобское отношение и так далее, и так далее. Вся эта история, их любовь к другим людям, это всего лишь такая визуализация определенной политической доктрины Российской Федерации в плане, что мы всех любим. Это вот такой, знаете, возобновленный Советский Союз, разговоры о дружбе народов и так далее.